У нас в гостях Инал Плеев, заслуженный журналист Южной Осетии, первый лауреат литературной премии «Буламар», человек, участвующий в становлении журналистики республики, в отстаивании ее позиций на международном уровне. Известный переводчик. Инал, здравствуйте. Здравствуйте, Алан. Инал, сегодня ваш профессиональный праздник, можно сказать, и наш профессиональный праздник, хотя, к сожалению, мы вещаем не на осетинском языке, но, тем не менее, я думаю, что имеем отношение к осетинской журналистике, потому что вещаем об Осетии на весь мир. Мы поздравляем вас с праздником и хотели бы первый вопрос задать. Это как вы оцениваете развитие современной осетинской журналистики? Благодарю вас за поздравления. Присоединяюсь к вашим поздравлениям и адресую их своим коллегам, югостинским журналистам, особенно журналистам, которые работали в Южной Осетии в тяжелые 90-е годы, 80-е, 90-е годы, когда менялась эпоха, менялось восприятие действительности, менялась сама действительность, и поэтому менялось и восприятие действительности. И югостинские журналисты, как и другие бюджетники, работали практически без зарплаты несколько лет, с символическими зарплатами, которые как бы начислялись, но это были всего лишь цифры на бумаге где-то в бухгалтерии. Купюры наши журналисты и другие бюджетники как таковые видели только через 13 месяцев. Зарплата у нас выплачивалась с задержкой 13 месяцев, когда они уже теряли свою силу, потому что шла страшная гиперинфляция по всему постсоветскому пространству. И вот в таких тяжелых условиях, без зарплаты, без элементарных условий труда, работая только ручками и блокнотами, без всяких технических средств, даже без диктофонов, даже пленочные диктофоны долгое время были диковинкой. Не говоря уже о более современных средствах фиксации, наши журналисты все равно сохранили югостинскую журналистику как таковую. И сегодня она имеет возможность развиваться. В таких тяжелых условиях, несмотря на блокаду, экономическую блокаду, а согласно резолюциям ООН, блокада является одним из форм ведения войны. Блокада и война для международного права – это одно и то же. В таких условиях югостинская журналистика не только не погибла, но и появлялись новые средства массовой информации, появлялись новые газеты, появилось несколько журналов, появилось свое телевидение. Сначала коммерческое, потом государственное. На этом телевидении возникали различные передачи. Потом еще появилась независимая телекомпания «Арт», от которой осталось несколько фильмов, которые даже сегодня, спустя 20 лет, с интересом смотрит молодежь. Появилась новая причем появилось несколько информационных агентств, одно из которых информационное агентство РЕС. Сегодня у информационного агентства РЕС есть свой сайт, есть возможность аудио- и видеофиксации происходящих событий, есть возможность распространять свою информацию как посредством сайта, так и посредством телеграм-канала и посредством своих страниц в социальных сетях. А в тот период, когда оно появилось, благодаря нынешнему председателю Союза журналистов Южной Осетии Батрадзу Константину Чухаребову, у информационного агентства РЕС была возможность за пределы Южной Осетии информацию передавать только со стационарного телефона. Вот такие шаги сделала югостинская журналистика с тех времен.
Тем не менее, сегодня журналистов многие не устают критиковать, потому что якобы в Южной Осетии появилась такая тенденция так называемой централизации журналистики. То есть журналисты якобы перестали следовать свободе слова и пытаются как-то не писать критические материалы. Как считаете вы, есть ли такая тенденция? Думаю, что, боюсь, было бы некорректно давать оценку работе своих коллег, потому что я знаю, в каких тяжелых условиях они работают. Процент критики деятельности государственных органов власти в государственных же средствах массовой информации является одним из критериев оценки деятельности прессы и свободы слова. И чем выше этот процент, тем более выгодно смотрится и само руководство в глазах тех наблюдателей из других стран, которые имеют отношение к взаимоотношениям с Южной Осетией, следят и наблюдают за ситуацией в стране. Так, разумеется, и с точки зрения информирования руководства о существующих проблемах. Потому что если читатель видит в государственном средстве массовой информации критический материал, то он думает, что то это для него является сигналом, что руководство республики знает об этом недостатке, об этом упущении и предпримет шаги к его устранению. А если читатель не видит в средствах массовой информации тех проблем, которые лично его беспокоят, то это для него является сигналом, что руководящим органам безразлична эта проблема и ничего сделано не будет. Хотел бы для сравнения привести пример опять-таки из 90-х годов, когда я работал в газете «Южная Осетия». Это был тяжелый период. Заводы и фабрики практически не работали. Рабочие приходили на свой завод или фабрику чисто общаться друг с другом, подместить территорию, чтобы совсем все не заросло. Ну и в таких условиях иногда некоторые предприятия давали какой-то прорыв, особенно предприятия «Эмальпровод», электровибромашина, мехзавод, которого сегодня больше нету. С них можно было получить какую-то информацию и написать об этом статью. Например, даже в 90-е годы завод «Вибромашина» выиграл даже международные конкурсы, даже в Казахстане, потому что их вибрационные их изделия оказались лучше изделий даже из многих признанных стран. Но чисто из-за логистики, к сожалению, дело не получило дальнейшего развития, потому что нужное количество, экономически, оправданное количество можно было отправить только на железной дороге, а железная дорога уже не функционировала. Кроме того, если взять эмальпровод, то у эмальпровода тоже были прорывы. У них были подписаны договора о сотрудничестве с североостинскими предприятиями. Они в какой-то период освоили выпуск новой продукции, пластиковой посуды разных видов. Механический завод начал выпускать печки и разные металлические изделия, которые соответствовали, так сказать, духу времени, потому что не было электроэнергии, не было природного газа, и люди отапливали свои дома дровяными печками. Но в целом сказать, что, естественно, Южная Осетия была в блокаде, были разрушены хозяйственные связи. Практически ничего не происходило. Буквально каждую информацию приходилось искать с лупой в руках. Но даже в таких условиях югоостинские журналисты обращали внимание на то, чтобы, вернее, как было бы правильнее сказать, мы не отслеживали, чтобы написать критический материал ради критического материала.
Лично я, когда начинал писать статью, еще не знал, это будет критический материал или, скажем так, позитивный. Потому что мы собирали материал и обрабатывали его и публиковали. Мгм. И уже в последний момент выяснялось, это критика или не Да. критика. С точки зрения одного человека это могла быть критика. С точки зрения другого человека это мог быть позитивный материал. Например, однажды я написал репортаж из больницы, и одни люди его восприняли как критику, а другие как похвальбу. Потому что я описал тяжелые условия, в которых работали врачи, и показал, что даже в таких условиях врачи работают. А некоторые чиновники подумали, что это критический материал, хотя трудности, которые там описаны, никак не зависели от этих чиновников. Это были последствия войны. Потому что даже за 8 лет, прошедшие к написанию той статьи с 91 года, Южная Осетия еще не пришла в себя. Не то, что не пришла в себя, но как она могла прийти в себя, если не будет денежных поступлений, не будет экономических связей и так далее. Но все равно республику удалось сохранить. Ну, как раз говоря о тяжелых временах, в которых формировалась наша республика, Южная Осетия, расскажите, пожалуйста, какие задачи стояли перед СМИ в 90-х, а какие сегодня? Существенны ли различия? Естественно, наряду с публикацией критического материала в 90-е годы стояла задача дать людям надежду. Это была не задача, поставленная руководящими органами власти, но это была задача, которая проистекала из позиции самих журналистов. Потому что мы понимали, что в тот период много людей ушло из журналистики, потому что не было зарплаты, а у них были семьи. Нас было мало. И мы понимали, что в таких тяжелых условиях нельзя бить читателей по голове кувалдой безнадежности. И, естественно, мы с радостью хватались за любой позитивный момент. Какие-то шаги, какие-то маленькие прорывы все равно происходили. Происходили какие-то мероприятия в культурной жизни. Спасибо заместителю министра культуры Южной Осетии Джульетте Шутаевне, которая и тогда активно работала, независимо от того, кто министр. Министрами культуры у нас были очень хорошие люди в разные времена. Происходили культурные мероприятия, происходили мероприятия для молодежи и школьников, происходили какие-то встречи на международном уровне, происходили официальные мероприятия в рамках объявленной программы интеграции с Северной Осетией, происходили встречи с журналистами Северной Осетии. Но эти мероприятия были редкостью. И, конечно, наша пресса старалась максимально хорошо их преподнести, чтобы хотя бы чуть-чуть обнадежить, хотя бы разбавить позитивом и без того суровую действительность. В начале нашей беседы вы отметили, что у информационных агентств, которые зарождались тогда, сегодня появились совершенно новые условия для того, чтобы вещать на весь мир буквально, не только на Южную Осетию. И вы лично являетесь таким уникальным примером человека, который перешел от эпохи блокнотика с ручкой к телеграм-каналу, где каждую минуту можно публиковать любые новости в любом формате в прямом эфире. Действительно, телеграм-каналы, они сегодня стали таким основным рупором журналистов. К сожалению или к счастью, я пока сказать не могу, потому что все-таки там ограниченное количество материала. Это не статья на сайте. Если сравнить просмотры, то в телеграм-канале там может быть 10 тысяч за день просмотров, а на сайте буквально 100 просмотров. Разница колоссальная, и, к сожалению, читатели не могут увидеть всю информацию в таком привычном для нас формате, как на сайте или в газете. Как вы оцениваете сегодняшнее развитие телеграм-каналов и как вы считаете, чего им не хватает? Возможно, у вас есть какое-то собственное видение. Телеграм-каналов много, и, конечно,
У них и разные цели, и разный облик, естественно, и разные подходы к достижению своих целей. Если говорить об ограничении в количестве знаков, то в этом можно найти и позитивный момент. Потому что ограниченное количество знаков должно, по идее, побуждать авторов контента выжимать из материала все лишнее и давать в публикуемом на телеграм-канале материале только самое важное из того, что он хочет сказать. И если какой-то читатель пожелает ознакомиться с полным текстом, то можно внизу давать ссылку, и читатель будет переходить и знакомиться уже и с теми аспектами, которые не попали в телеграм-канал. Но другое дело, что не всем удобно перескакивать с телеграм-канала на сайт. Мгм. Ну, и из этого редакторы телеграм-СМИ нашли выход и публикуют продолжение материала в комментариях. Вот. Например, газета «Республика» так делает. Да, и не только. Да. И, кстати говоря, о 1994 году в Южной Осетии появилась газета «Республика», которая тогда называлась «Молодежь Осетии». Ее редактором с тех пор является Андрей Кулчиев. Газета «Республика» в плане освещения происходящих в Южной Осетии событий сразу стала флагманом. Другие средства массовой информации, конечно, тоже работали наилучшим в тех условиях образом. Естественно, сталкиваясь с нехваткой материала, с перепечатками из других СМИ. Однако газета «Молодежь Осетии» отличалась особой, скажем так, особым отношением к критике, потому что она никогда не отступала перед возможными последствиями из-за публикации критического материала, невзирая на личности. Газета «Республика» является единственным средством массовой информации Южной Осетии, которая ставила перед обществом самые острые и самые болезненные вопросы. Например, уже несколько лет актуализировалась тема взаимоотношения общества и правоохранительных органов. Газета «Молодежь Осетии» — единственная СМИ, которая со всей честностью и со всей строгостью ставила в эти вопросы перед обществом. Когда у средств массовой информации бывает большая свобода действий в этом отношении, то это благоприятно сказывается на общем психологическом климате внутри республики, Мгм. на решаемости проблем. Помимо текущих внутри- и внешнеполитических событий, их анализа, газета «Республика» сегодня большое внимание уделяет и духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения, часто публикуя материалы о национальных традициях, обычаях. Особенно мне нравится, что они часто пишут подробности малоизвестных, но важных событий в истории Южной Осетии, особенно в новейшей истории, и в старой истории. Это очень, конечно, радует. А насколько местный менталитет влияет на работу СМИ? Ну, влияет, конечно, потому что здесь мы все друг другу родственники. И если кого-то покритикует журналист, то его от этого шага, и журналиста от критики, например, какого-то нерадивого чиновника, зачастую останавливает не столько так называемый административный ресурс в том смысле, что этот чиновник сможет применить какие-то административные рычаги воздействия на этого журналиста. А то, что этот чиновник является его родственником, и он обидится и перед
дома перед семьей неудобно, в общем. Такой момент тоже бывает. Маленькое общество. Есть свои плюсы и свои минусы. Но маленькое общество тоже нуждается в улучшениях. И, естественно, журналист должен быть и дипломатом, чтобы и с одной стороны был выявлен и заклеймен недостаток, а с другой стороны, чтобы не обидеть и чиновника как человека. Критика должна быть доброжелательной, конструктивной. Должна способствовать тому, чтобы у чиновника, у самого возникла идея улучшить свою работу, лучше видеть свои недостатки. Конечно, какой-то чиновник может сказать, что он и без журналистов видит, какие там у него плюсы и упущения. Но практика показала, что, вероятно, это не совсем так. Пользуясь случаем, хотелось бы узнать, какие специальности в журналистике Южной Осетии пользуются самым большим спросом? Можете ли вы назвать 3 самых популярных направления и самых непопулярных? На первом месте информационная журналистика. На втором месте аналитика. Ну, если очерки можно отнести к аналитической журналистике, то очерки о выдающихся наших современниках и выдающихся деятелей прошлого тоже можно туда отнести. А к непопулярным, к сожалению, у нас практически исчезает жанр журналистского расследования. Почему? Как вы считаете? Не знаю. Вот вы журналисты, и проведите журналистское расследование, и выясните, почему у нас исчезает жанр журналистского расследования. Возможно, это вопрос безопасности. Люди чувствуют себя незащищенными. Не знаю. Я же больше не занимаюсь вопросами внутренней журналистики, внутриинформационной повестки дня. Это вопрос уже к тем журналистам, которые специализируются именно на внутренних событиях. Я перешел где-то в начале 2000-х годов с активизацией военно-политического нажима Грузии на Южную Осетию. Я перешел на работу в смешанную контрольную комиссию, где занимался информационно-аналитической работой, освещением хода переговорного процесса. И, естественно, одновременно я не мог заниматься внутренними информационными вопросами, только эпизодически, уже в последующие годы, да. Но и в тот период я специализируюсь в основном на внешнеполитической повестке дня. И было бы хорошо, если бы вот как раз вы выяснили и часто проводили журналистские расследования. Это очень интересный жанр. Инал, раз уж мы заговорили о внешней политике, нельзя не задать вам вопрос как политобозревателю. Сегодня вокруг Грузии очень много шума на политической арене. Это принятие закона об иноагентах, проблемы с НАТО, проблемы с Евросоюзом, отсрочка вступления в НАТО, предстоящие выборы в парламент, на этом фоне митинги и, конечно же, неутихающие разговоры в нашем обществе о реваншистских настроениях Грузии в отношении Южной Осетии, в отношении Абхазии, как о способе, так сказать, утихомирить распри внутри страны. Как вы оцениваете сегодняшние риски на наших границах? Давайте для удобства разделим происходящие в Грузии процессы на две части. К первой части отнесем прозрение грузинского общества и возникновение реального видения у грузинского правительства в отношении проводимой Евросоюзом и США политики в отношении Грузии. А ко второй части отнесем желание определенных кругов Грузии сыграть на этом и в той или иной форме вернуть Южную Осетию под свой контроль. Если говорить о первой части, я тоже наблюдаю за событиями в Ютубе, за выступлениями грузинских публицистов, которых до этого я не слушал, не видел.
Может быть, у них были информационные каналы и вперед правления предыдущих властей, не знаю. Но то, что они говорят сегодня о реальном отношении Запада к Грузии, о реальной проводимой Западом политике в отношении Грузии, это, конечно, с одной стороны, приятно за грузинский народ, что у них появились такие объективные и думающие руководители. С другой стороны, у людей, которые следили за развитием полемики, политической полемики между Южной Осетией и Грузией, начиная с конца 80-х годов, создается объективное впечатление о том, что об этих последствиях наши публицисты, наши мудрецы, как Нафиджу Сойта и другие, предупреждали грузинскую сторону еще в конце 80-х, начале 90-х годов. Предупреждали о том, что уже тогда говорили о том, что Грузия должна войти в НАТО, войти в ЕС, который тогда назывался ЕЭС, Европейское экономическое сообщество. Тогда у него еще не было ярко выраженной политической основы. И сегодня грузинские публицисты говорят то же самое. То есть дружба, скажем так, и вот это тесное взаимодействие с Западом Грузии не то что не принесло экономического процветания, но и отбросило ее в экономическом развитии далеко назад. Не знаю, насколько это правда, но если это правда, то шокирует. С другой стороны, это не может быть неправдой, потому что те публицисты, которые об этом, грузинские современные публицисты, которые об этом говорят, у них еще слабые информационные позиции, и едва ли они стали бы лгать, чтобы не терять доверие своих соотечественников. Но оказывается, какое-то из правительств, предыдущих правительств Грузии даже заключило договор с Соединенными Штатами Америки о том, что Грузия не будет выпускать какие-то виды продукции, которые остались от Советского Союза и которые по своему качеству создавали конкуренцию аналогичному западному продукту. Были закрыты производства, связанные с космической сферой. И на этом фоне была развязана массированная антиостинская истерия, как будто мы мешаем им жить и мы тормозим их развитие. Они сами, их правительства принимали такие решения, такие законы, такие постановления, которые закрывали одно предприятие, другое предприятие, третье предприятие. Тысячи людей оставались на улицах. А виноватыми в итоге оказались южные осетины. Против нас было начато 3 войны и погибло много людей. Вот это то, что касается первой части. В этом вопросе мы единомышленники. Теперь, что касается второй части. Вторая часть является очень хорошо расставленной ловушкой приверженцев предыдущих властей и приверженцев западных сил, потому что, естественно, им не нравится объективная позиция грузинского правительства в отношении США и Европейского Союза. Потому что нынешнее грузинское правительство хочет защитить интересы Грузии и грузинского народа от этих варваров. И для того, чтобы стагнировать эти усилия, они очень хорошо хотят подсунуть идеологическую ловушку в виде национализма. То есть хотят ввергнуть грузинское правительство в какое-то очередное противостояние с Южной Осетией, канализировать недовольство Западом и недовольство сложившимся дисбалансом в отношении с Западом и его очевидную вредоносность для грузинского народа, вот это все недовольство они хотят канализировать и обезвредить для себя. Хотят канализировать в сторону Южной Осетии, хотят, чтобы вот эта энергия выплеснулась в очередной, значит, исторический, политический пшик, и всевластью Запада в Грузии
ничего не угрожало. И чтобы они могли там реализовать свою повестку дня. Поэтому, если у грузинского правительства есть действительно желание вывести Грузию из такого положения, в котором она оказалась по вине их предшественников, то она должна, то грузинское руководство должно умело разглядеть вот эти ловушки и избежать их.